Ты и мала, и очень велика, а впрочем, впору своему народу. Ты нам давала вместо молока испить с рождения гордость и свободу. Свою любовь к родной республике Динара Миржоева выражает не только в стихах. С самого утра вместе с другими ребятами девочка украшает Дом культуры. К онлайн-акции «Окна Ингушетии» одной из отдаленных селений Вижери-Юрт подключилась только пару дней назад. Наши детки активно, как вы видите, присоединились к акции, к онлайн-флешмобу «Окна Ингушетии», приуроченному к Дню Республики. 29 лет республики – это, конечно, дата, но наша республика все еще остается молодой и красивой, скажем так. Параллельно руководство ДК также готовится отметить и 29-ю годовщину республики. Репетиции в актовом зале проходят ежедневно. Вся на сцену выхожу, встала страха не вешу. Вам легко смотреть из зала, как на сцене я дрожу. Просторный концертный зал на 220 мест, уютная библиотека, кабинет для занятий театральным искусством, вокальные, музыкальные и танцевальные кружки. По поручению главы республики Махмуда Али Калиматова сюда также завезли новые музыкальные инструменты. Синтезатор, пианино, гитары, балалайки. Дом культуры, открытый в прошлом году, уже успел стать излюбленным местом всех сельчан. Возведение объекта помогло решить вопрос и с рабочими местами. Здесь трудоустроено 10 человек, в их числе и Мадина Султыгова. Очень нравится работать. Прям бывает такая работа, которую ты не хочешь идти вообще с утра. Мне нравится ходить на свою работу, и мне нравится своя работа. Чему вы детей учите? Вокалов мы пианино учим, мы и голосовые связки делаем упражнения. К слову, это и не единственный соцобъект, построенный за последние годы в селе по инициативе руководства региона. В ходе рабочей поездки Махмуд Али Калиматов посетил отдаленное селение, выслушал просьбы жителей и дал поручение возвести в кратчайшие сроки необходимые соцобъекты. В их числе и фельдшерско-акушерский пункт рядом с ДК. Детский сад возводится по соседству. Порадовал сельчан и долгожданный ремонт школы, возведенный еще в 1995 году. Тут заново побелили, отштукатурили стены, завезли новую мебель, оборудование, благоустроили двор. До этого какие условия были? Просто ужасные условия, потому что школа дала трещину, иной раз, да, и как-то раз, даже несколько месяцев, даже полгода мы учились в 2 смены. А так как кабинета было мало, и было очень трудно, потому что в 2 смены учиться, тем более если мало кабинетов, дети маленькие учатся во 2-й смене, приходилось им уходить уже поздно, когда темно, зимой на улице темно бывает, и были условия не очень. Но основной акцент глава региона сделал на ремонт дороги, что очень обрадовало и местных жителей. Наладили тут и сотовую связь. Скоро связи скорый телефон, телефон, моздоки хочешь. Так, вы неправильно попали, вы в Осетию попали, даже связи отцерква. Моздок рядом, у них связь до нас доходила, а у нас ее не было вообще, пока вышку не поставили. Ах, скорый, хайоханц, сухо. Проводить досуг весело сможет и молодежь. Специально для них построена спортивная площадка. В селении, где проживают чуть больше 1000 человек, таких изменений еще не видели, отмечает и местный депутат Муса Бузуркиев. А ждали они их очень долго. Вообще до нашего села никому дела не было, если честно сказать. Никто внимания не обращал и не приезжали. Вопросы, которые есть, если даже возили, оставались без ответа. А сейчас на наше село обратили внимание. Большое даже внимание, огромное внимание. Спасибо за все. Мы благодарны просто всем тем, кто приложил усилия. В отдельности хотелось бы выразить благодарность главе республики Махмуду Али Макшариповичу Калиматову, потому что именно с его приходом начали обращать внимание на наше село, и вот с его приходом пошли вот такие колоссальные изменения. Ну а к 4 июня воспитанники Дома культуры уже готовы порадовать своих родных, близких и всех жителей села большой концертной программой. Дана Плеева, Магомед Шаухалов, Новости 24.